Наблюдается активный рост ковид-инфицированных граждан страны. Этим заявлением открыл пресс-конференцию министр здравоохранения Абхазии. По словам Эдуарда Будба, эпидобстановка на 13 июля крайне сложная. Каждый час увеличивается число поступающих в лечебные учреждения страны. На утро сегодняшнего дня 288 пациентов лежат стационарно в наших ковид-отделениях. Это инфекционная больница города Сухум и ковидный Гудаутский госпиталь. По Гудауте 161 пациент, по инфекционной больнице 44, по Творчалу 15, по Ачамчире 25, по Гагре 43. И итого 288 пациентов лежат. Хочу сказать, что рост пациентов он был прогнозируем, учитывая то, что наши граждане не соблюдали масочный режим, не соблюдали те ограничения, которые были рекомендованы всем медицинским сообществам. Из-за этого медицинское сообщество работает в авральном режиме, отметил глава Минздрава. Мобилизованы все имеющиеся резервы для обеспечения граждан полноценной медицинской помощью. Мы все понимаем, что распространение коронавируса идет, когда люди контактируют между собой. Почему все медицинское сообщество с большой тревогой обращалось к нашим гражданам, чтобы соблюдать, во-первых, масочный режим. Во-вторых, соблюдать социальную дистанцию, не скапливаться в закрытых помещениях, не ходить на крупные мероприятия. Поэтому вот мы имеем тот результат, который общество не услышало, наши граждане, медицинское сообщество не услышали. Поэтому такой рост, он сегодня присутствует, к сожалению. У нас было много случаев, когда после торжественных мероприятий, в частности свадеб, люди семейно начали заболевать, и семейно уже по несколько человек из одной семьи даже госпитализировались в наши профильные ковидные учреждения. Если не ввести жесткие ограничения, эпидобстановка будет ухудшаться, считает Эдуард Будба. Глава Минздрава озвучил свой список по стабилизации распространения COVID-19, который возглавляет соблюдение масочного режима. Ограничить работу рынка, сократить количество продавцов вдвое или как там по ситуации, регулировать скученность людей через выдачу разрешения на торговлю. Организациям и предприятиям перевести на дистанционный режим работников в возрасте за 60 лет и минимизировать их очное присутствие на рабочих местах. Далее, все предприятия должны усилить меры по дезинфекции помещений и контактных поверхностей. Запретить проведение зрелищно-развлекательных и иных массовых мероприятий в объектах общественного питания как внутри и так на открытом воздухе. Понимаете, вот этот весь комплекс проблем, который у нас есть в обществе, я просто к нашему населению в очередной раз уже обращался и еще раз обращаюсь, наверное, буду обращаться. Когда люди, посмотрите, что происходит в красных зонах, включите телевизор, я не знаю, зайдите на YouTube, посмотрите, не только в Абхазии, во всем мире очень сложная ситуация. Журналистов интересовал и вопрос вакцинации населения. Как известно, более 6 тысяч доз были введены желающим испробовать на себе действие «Спутник Ви». Первая партия российского препарата полностью использована. Вакцинацию первым компонентом «Спутник Ви» уже не проводят. Продолжают прививать пациентов вторым компонентом. Второй компонент идет в завершающей фазе. Все достаточно спокойно, без каких-то ситуаций форс-мажорных. Никаких у нас в этом плане нарушений нету, все идет по протоколу. Когда придет следующая вакцина, вот эти записи, которые они сегодня сформированы, они будут учитываться, и наши граждане будут получать вакцину. Как она придет, сразу будет вакцинация. Как отметил Эдуард Будба, жителям Абхазии, которые планируют привиться, надо будет дождаться конца июля. Согласно предварительной договоренности с российскими коллегами, «Спутник Ви» в эти сроки вновь будет доставлен в Абхазию, заключил глава Минздрава. Анастасия Никонова, Сосракуа Гухава, Абаза ТВ.